Солдаты Туймады, как сбор на войну, звенят переклички, чеканят гранит. Ничто не забыто, никто не забыт. Солдаты Туймады, раздался набат. Солдаты Туймады, напал лютый враг. В далекие годы вы, Родины щит. Ничто не забыто, никто не забыт. Солдаты Туймады, отчизна в огне, солдаты Туймады, Россия в беде. Поднялись народы, как монолит. Ничто не забыто, никто не забыт. Солдаты России повергли врага. Солдаты России, победа пришла. И как в 45-м оркестр гремит, ничто не забыто, никто не забыт. В мемориальном комплексе «Солдат Туймады» прошел 3-й городской урок мужества. Урок провела победитель республиканского конкурса «Учитель года» 2018-го, учитель русского языка и литературы Якутской городской классической гимназии Анна Платонова. В этом году главным героем урока мужества стал неизвестный солдат, образ миллионов советских бойцов, без вести пропавших на полях сражений. По традиции, урок начался с минуты молчания, которой присутствующие почтили память воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Заряжай! Огонь! Заряжай! Огонь! 3 года назад построили вот этот мемориальный комплекс. Благодаря воле всех жителей нашего города 20 625 имен солдат Туймады, ушедших на фронт, именно отсюда увековечено здесь навеки. И это, я уверен, играет свою роль в том, что с каждым годом наше молодое поколение, наши дети глубже и глубже проникаются пониманием того, какая же это была страшная война, какая же это была великая война, какие огромные жертвы понесли все народы нашей страны, понес наш город Якутск, для того, чтобы сегодня вот над Якутском могло сверкать такое яркое летнее солнце, чтобы мы могли ходить здесь по этим улицам нашего города, чтобы мы могли творить, идти вперед, развиваться как свободная нация, как свободная страна. Я искренне благодарю наших ветеранов, которые, несмотря на свой возраст, почтенный возраст, сегодня находятся вместе с нами. Всем тем, кто сегодня жив, хочу пожелать здоровья, главное здоровье. Будьте всегда окружены любовью родных и близких, всех горожан, всех жителей нашей страны, потому что вы подарили самое главное, что можно сделать, вы подарили нам жизнь в нашей свободной стране. А нашим детям я хочу пожелать, чтобы они учились и на этом уроке, учились на других уроках, учились у наших ветеранов, учились у старшего поколения, приходили сюда, смотрели на эти мемориальные стеллы, находили здесь имена своих родственников, тех людей, которые на самом деле отдали самое дорогое, что у них есть, отдали свою жизнь для того, чтобы сегодня был праздник в нашей стране. Еще раз позвольте всех поздравить с наступающим днем Великой Победы. Ура! Участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны второй степени, почетный председатель Совета ветеранов войны и труда города Якутска Михаил Попов признался, что до сих пор не может забыть тот день, когда закончилась война. Я никогда не забуду тот момент, 42-43 год. Разве мне помнилось, думалось, что я сегодня, в 2018 году, перед праздником Победы, могу свободно с вами говорить и поздравлять с такой великой победой. Дорогие друзья, это радость, которую нам принесли жертву наши товарищи. Это радует нас всех. Жаль только, что мы будем перед ними преклоняться. Но они отдали все для нашей победы, для того, чтобы вам жилось всем нам лучше, чтобы наши дети были счастливы, чтобы они учились хорошо.
Дорогие друзья, вечная слава участникам Великой Победы, ушедшим 42-45 год. Вечная им слава! В ходе урока ученики городской классической гимназии поделились историями своих родных, пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны, и рассказали о том, как появился неизвестный солдат, вобравший в себя всех воинов, чьи судьбы так и остались неизвестны. Вы ветров, скажите, мир заслонивший от страшной беды.